Экипажи практически во всех этих танках русские. Основное механик-водитель и наводчик. Вот это русские. Поэтому перед всем миром этих людей покажут, откуда эти танки, кто в этих танках сидит, откуда появились эти танки. Если еще до сих пор мир не понял, что идет прямая агрессия со стороны России против суверенной Чечни, я не знаю, какие еще убедительные факты могут быть. Министр обороны Грачев вообще заявил, что его людей не могло быть в Чечне. Я смотрю телевидение, там и вроде пленные там захвачены, еще кто-то. Я единственное знаю, что с каждой стороны, и на стороне Дудаева, и на стороне оппозиции, воюет большое количество наемников. Но план чеченской депортации все еще ждал своего часа, пока, наконец, осенью 1994 года в воздухе стойко не запахло военной грозой. Еще летом на секретном межведомственном совещании 25 августа 1994 года в Москве Ельцин, Лобов, Грачев, Степашин, Севастьянов, зам Степашина, Егоров, Ерин и другие принимается окончательное решение о насильственном свержении президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и утверждается сценарий по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. Депортация чеченцев на этом совещании стала принимать четко обозначенные формы и намерения. Проведение всей операции было поручено директору ФСК по Москве и Московской области Евгению Севастьянову, который ее с треском провалил. Громким скандалом и даже с негативным мировым резонансом 26 ноября 1994 года, когда вооруженные силы России под видом якобы чеченских оппозиционных сил в количестве более 4000 человек, имея около 170 единиц бронетехники при поддержке авиации, вторглись в столицу Чеченской Республики Ичкерия, город Грозный, где были наголову разбиты и нашли свой бесславный конец. Неудивительно, что спустя всего лишь неделю по горячим следам Севастьянов был уволен по приказу Ельцина. А министр нападения Российской Федерации Павел Грачев назвал более 200 российских солдат, плененных чеченцами, наемниками, то есть, как водится на России, бросил своих. И вот тогда, в конце ноября, начале декабря 1994 года, за несколько дней до широкомасштабного военного вторжения российских войск в Ичкерию, план миграции почти слово в слово был повторен уже в скандально известных депортационных документах нового российского правительства, подписанных на сей раз Виктором Черномырдиным, где высылка чеченцев фарисейски называется вынужденной эвакуацией, а депортантов вынужденными беженцами. Распоряжение правительства Российской Федерации «Россия» номер 1887-Р от 01.12.94 года. Постановление правительства Российской Федерации «Россия» номер 1360-ПА от 09.12.94. Не я подписывал план эвакуации, так называемая эвакуация, а на самом деле план депортации. Запомните, распоряжение номер 1880. Это уже постановление правительства. И они убегают, вон в Ингушетии. 7 под видом заботы восстановления нашей экономики. Вот посмотрите. Федеральной миграционной службе России, 24 пункт. В месячный срок определить потребность в создании на территории Чеченской Республики центров временного размещения беженцев. Зачем? Ничего у российского руководства и воинства не осталось с чеченским народом, кроме как нанесения превентивного ядерного удара.